Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня на самом деле чрезвычайно важный день. Чрезвычайно важный день для казахстанцев, которые считали или считают, что наша страна находится в состоянии независимости, мы независимая страна. И все те, кто возмущался большим притоком российских беглецов, которые убегали от мобилизации и требовали закрыть границу. И для всех тех, кто возлагал надежды на Токаева как независимого президента Республики Казахстан. И вообще для всех граждан сегодня важный день. Сегодня произошло разоблачение. Сегодня стало отчетливо понятно, что именно Путин рулит Казахстаном. Рулит не Токаев и даже не Назарбаев. Курс сегодня определен. И я уверен, что миллион людей не поняли, что сегодня произошло, не заметили. Сегодня некая народная коалиция выдвинула Токаева кандидата в президенты, и шум фанфар, наверное, затмил суть того, что произошло в Казахстане и вообще что произошло. Ну давайте все по порядку. Сегодня 6 октября, это после того, как Токаев 20 сентября объявил о проведении досрочных выборов, и дата назначена на 20 ноября. В тот же день Путин объявил о частичной мобилизации. И вся эта синхронизация сроков была не случайна, как я говорил в одном из своих эфиров. Я хочу, чтобы сегодня вы выслушали те или иные факты и действительно сложили все это в единый пазл, чтобы вы понимали, что именно сегодня для тех, кто в полной мере не осознавал, именно сегодня станет для вас отчетливо ясно, что Казахстаном рулит Путин. И каким образом это происходит, я хотел бы вам продемонстрировать на фактах. Итак, сегодня некая народная коалиция, разные общественные организации, которые подконтрольны власти, партия, так называемая НПК, это подставная коммунистическая партия, которая сделала ребрендинг, и там поставили председателем партии НПК Ермухабета Ертысбаева, салая режима. Ранее он воспевал Назарбаева, а теперь он воспевает Токаева. Ну, это привычная для него работа. То есть, это партия, которая совсем недавно изображала, что она оппонирует партии власти, сегодня тоже присоединилась к этому ору и объявила, что поддерживает единую кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Вторая партия, которая тоже все время изображает, что она оппозиция, но мы это многократно разоблачали, показали, что она никакая не оппозиция. Это плакальщик Азат Перуашев, который плакал, когда уходил Назарбаев, рыдал. Затем он также восхвалял и восхваляет Токаева. И сейчас через его уста этот режим, вкладывая ему какие-то фразы, демонстрирует, что якобы эта партия с чем-то не согласна. Это вторая партия. Ну и главная партия Нур-Отан, которую переименовали Нур-Аманат, из которой якобы с должности председателя партии отошел Касым-Жомарт Токаев. И он сегодня получил формальную поддержку всех трех партий. Они все партии власти. Плюс эти общественные организации объявили о том, что они выдвигают единственного кандидата Касым-Жомарта Токаева. И Токаев так скромно думал все это время, 16 дней, типа он якобы думает, идти ли ему кандидатом в президента или нет. Но при этом за счет государственных средств, используя транспортные средства государства, оплаченные бюджетом страны, он объездил значительное количество регионов Казахстана, типа не предвыборная поездка кандидата, а именно президента страны. И везде засветился,
показывая, что он тот самый президент, который нужен народу. Как вы помните, недавно он был в Кустанае, когда самой властью были организованы пожары не только в Кустанае, во многих регионах Казахстана. И самое смешное, что все это было настолько топорно сделано, чтобы показать, как Токаев справляется с пожарами, помогает народу, когда власть, по сути, была вынуждена задержать работника МЧС, именно роль которого бороться против пожаров и других стихийных бедствий. Граждане сумели его заснять на видео, и попался работник МЧС, который в 25-градусную жару вечернюю заявлял, что он подмерз, был пьяный и решил развести костры. Вот видите, каким образом эта власть действует глупо и топорно. И вот сейчас, используя государственные средства, он проездил по нескольким регионам, засветился. И вот только 6 октября, когда ни один представитель противников режима не смог выдвинуться, потому что для этого нужно, чтобы кандидата выдвинула общественная организация, имеющая не менее 9 филиалов по стране. Все такие общественные организации находятся под контролем власти, и понятно, почему ни один противник режима не смог выдвинуться, потому что по законодательству нашей страны запрещено самовыдвигаться. Человек должен обязательно проработать не менее 5 лет на государственной службе, и, как вы понимаете, такой может быть только представителем этой власти. Именно поэтому 6 октября был выдвинут только Касым-Жомарт Токаев. Ну, не считая, что до этого были всякие клоуны с именем Жигули, который, может, после выборов присвоит ему имя Камри. Ну вот, собственно, и особых там, даже таких клоунов-конкурентов эта власть не смогла подобрать. Потому что мы их разоблачили, показали, что будущий проект Косанов-2 лицея БАПИ у них не получится. И после этого Касым-Жомарт вместе с Путиным принимает решение завести каких-то серых клоунов, чтобы на этом фоне он выглядел круто. И сегодня это так называемая народная коалиция. Все партии, которые раньше изображали, что они якобы конкуренты, они единогласно объявили, что поддерживают кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Но что важно, он сегодня разразился всякими обещаниями. Вы знаете, что он уже президентом более 3,5 лет является, Касым-Жомарт Токаев. И до этого все время он заявлял о слышащем государстве, о справедливом государстве. То есть обещаний было много. Затем все эти годы было вброшено в сознание людей, что в реальности есть некая библиотека, которая мешает Токаеву. Потом двоевластие. А когда произошли события в январе, ну тут пропагандисты начали говорить, что все это время Токаев не был настоящим президентом, реально страной рулил Назарбаев. Вот теперь он освободился от иго Нурсултана Назарбаева и объявил в январе еще, что проведет серьезные реформы. Вот прошло 9 месяцев, никаких реформ, как вы видите, нет. Все эти фальшивые референдумы, когда он говорил, что будет опираться на народ, выяснилось буквально через 2 месяца, что ему референдумы не нужны для того, чтобы внести поправки в Конституцию. Мгновенно депутаты приняли, что теперь президент будет иметь 7-летний срок нахождения у власти. Были внесены все поправки, которые обеспечивают фактически абсолютную власть человека, находящегося на должности президента. А все эти поправки, которые требовала общественность, а именно, чтобы кандидатом в президенты мог быть любой человек, не обязательно работающий на государственной службе или работавший на государственной службе. И чтобы была возможность самовыдвигаться, все эти требования не были услышаны. То есть это глухое государство, возглавляемое глухим подставным президентом, не избранный народом Токаевым. Ну, вы знаете, что всякие пропагандисты, которые раньше изображали, что они оппозиция, в частности Акижан Кожегельдин или его подручный Ермурат Бапи, который говорит, что он якобы возглавляет оппозиционную газету, они все время говорили, что некие силы, реваншисты,
намекая на Назарбаева, что они могут вернуться к власти, и таким образом мы снова вернемся якобы в диктаторское государство. Она такими и осталась. И их риторика была идентичная. Совсем недавно бывший реальный противник Назарбаева, режима, Акижан Кожегель начал говорить, что после 20 ноября, после того, как Токаев снова станет президентом, он разберется с олигархами, он заберет их активы, но при этом добавляет: я надеюсь, я думаю. То есть нас регулярно загоняет, чтобы мы верили, как раньше, программой 2010, 2020, 2030, 2060, а теперь он говорит: я надеюсь, я верю, после 20 ноября. А ему вторил недавно Булат Абилов, говорил, что после того, как Токаев выиграет эти выборы, ему ничего не останется, как внести свой вклад, остаться в памяти и в истории, как тем человеком, который проводит реформы, и он проведет обязательно выборы в следующем году в парламент, допустит самые разные партии к регистрации, он все изменит. Вы посмотрите его интервью у Борейко, он сейчас отказывается, к сожалению, да? Но все это уже, что называется, не вырубишь топором. И вот все такие фразы, по сути дела, подвигали на то, что нужно доверять, надо дать время Токаеву. Времени у него было достаточно, и он ничего не сделал. Эти выборы, как вы видите, без выборов. Ни один реальный кандидат не смог выдвинуться и не сможет пройти самый простой механизм отбора, который выстроила эта власть. Ну и вообще вы понимаете, что человек, который столько лет уже во власти, более 3,5 лет, и ничего не сделал, понятно, что он ничего не сделает и далее. Я хотел бы сегодня теперь ваше внимание акцентировать на следующем. Я сказал, что нашей страной сегодня четко было показано, рулит Путин. Я хочу в этой связи привести вам факты. Обратите внимание, как российские блогеры сейчас расхваливают Токаева. Ну, например, такой известный российский блогер Варламов облизывает. Затем вы посмотрите, так называемый политолог российский Шульман. Она дала интервью, в котором расхваливала и говорила, что Казахстану повезло с таким президентом. Между прочим, повезло с президентом, который дал команду расстреливать людей, и через жернова репрессий и пыток прошли свыше 10 тысяч человек. Вы слышите ее слова? Оказывается, Казахстану повезло. Повезло, что лжец-президент, что он за короткий срок успел до такой степени показать свое лицо еще более страшное, чем у Назарбаева. Вы понимаете? И Шульман говорит, что Казахстану повезло с таким президентом. Ну и еще, уважаемые друзья, я, к сожалению, хочу отметить, что вас разводят легко. Совсем недавно Токаев произнес слова, что якобы мы не признаем ДНР, ЛНР, и наши граждане восторженно по этому поводу говорили, что какой он крутой тигр, президент, что он независимость показывает нашей страны и так далее. И якобы были какие-то затем трения, которые привели к ограничению экспортных поставок нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Я по этому поводу уже не единожды выступал и говорил, что в реальности никаких проблем не было с Путиным. Это имитация проблем для того, чтобы Казахстан выполнял роль задней двери для России, Путина, чтобы можно было осуществлять серый импорт. Но и вы знаете, что Сбербанк российский выкупил Байтерек, холдинг государственный. Их же кредиты на сумму $800 миллионов выкупил Халык-банк, банк Нурсултана Назарбаева. Также куплен Альфа-банк российский, который попал под санкции. Вот вам прямая помощь. Ну и в этих условиях вы видели, что происходили военные учения. Вот совсем недавно прошли военные учения, и уже существует видео, когда эшелоны военной техники пересекают границу Казахстана в сторону России. И эксперты говорят, что это техника и боеприпасы самого Казахстана, и еще это техника и боеприпасы из Китая, которые идут транзитом через Казахстан. В связи с тем, что сейчас в Китае идет перевооружение на собственные виды оружия,
У них большие запасы именно российского оружия, которое сейчас Путин обратно выкупает и через Казахстан гонит его на войну против Украины. Уже военные эксперты это фиксируют и так далее. То есть уже понятно, лицо Казахстана раскрывается в полной мере. Но, к сожалению, все еще и Украина, и послы западные произносят какие-то фразы, поддерживающие, говорящие, что якобы Токаев якобы плюнул в лицо Путину, якобы всадил нож ему в спину, ну и что он не вассал Путина, как Лукашенко, что якобы Казахстан друг Украины и Запада. Сегодня все это опровергнуто в полной мере. И, конечно, будет очень смешно, когда пропагандисты Украины, я их прямо называю пропагандистами, почему? Потому что они не говорят правду, а транслируют ложь, которая им нравится. Они все пытаются сказать, что диктаторский режим, оказывается, может являться другом демократической страны. Этого не было никогда и не будет никогда. Я думаю, что пора украинцам прозреть и пора западным дипломатам в конце концов понять, что Казахстан оказывает всемирную поддержку Путину. И что еще сегодня произошло, уважаемые друзья? Сегодня соловей режима Ертысбаев озвучил те слова, которые характерны для Путина и для российской пропаганды. Между прочим, никогда этого не было. Никогда Казахстан не наезжал ни на Запад, ни на Америку, потому что зависимость огромная во всех отношениях, финансовая, экономическая. Основные экспортные поставки идут именно в эти страны. Более 50% экспорта Казахстана все идет в западные страны. Вот представьте себе, а сегодня прозвучало, фактически был обозначен ориентир. Первое. Я хочу в этой связи провести ряд цитат, произнести ряд цитат. Они принадлежат Ертысбаеву. Как вы понимаете, этот соловей режима ни одной фразы не скажет, если ему в администрации президента не напишут. Он является рупором этой власти, и сегодня, когда так называемая народная коалиция, эти партии фотографировались и пожимали руку Токаеву, он как раз был одним из тех, кто пожимал руку Токаеву, Токаев ему улыбался, и как вы понимаете, это курс, который задан из Кремля. Я хотел бы вам сказать следующее. Пожалуйста, послушайте. Цитаты Ертысбаева. Сегодня он сказал следующее. Этим могут воспользоваться и внешние силы. Имеется в виду ситуации в Казахстане. Давайте говорить откровенно, заявляет Ертысбаев. В Казахстане есть агенты американского влияния, западного влияния среди блогеров, журналистов и политиканов всех мастей, маскирующих под независимых экспертов, цель которых дестабилизировать обстановку в стране, втянуть Казахстан на почве русофобии в конфликт с Россией, заявил Ертысбаев. Вы видите, да? То есть четко обозначен курс на Путина и звучат прямые обвинения в адрес Америки и Европы. Такие слова произносит только пропаганда Путина. Ну и в своих выступлениях Ертысбаев 6 раз упомянул по поводу США. Второе, смотрите, ключевая фраза. Ключевые торговые и экономические партнеры Казахстана, к которым он отнес Россию, Китай, Беларусь и Иран, между прочим, ну кроме Китая, фактически все эти 3 страны находятся под санкциями Европейского Союза и Америки. И здесь заявлено, что эти страны находятся под санкциями, и что Россия воюет не только с Украиной, она борется со всем Западом, с НАТО, с Североатлантическим блоком. Вы видите, это фразы все, которые озвучивает российская пропаганда. Итак, сегодня соловей режима четко заявляет, что вот кто союзники Казахстана, что Украина, оказывается, воюет не с Путиным, не с Россией, а еще с НАТО, со всем западным миром. И третье, это для Украины очень важно, для слепой украинской пропаганды, которая делает вид,
может даже знает, но делает вид, что Казахстан союзник в лице Токаева. Сегодня Эртызбаев прямо обвинил Зеленского, заявив следующее, что Зеленский 3 года назад обещал мир на Донбассе, но не выполнил своего обещания. Видите, что происходит? То есть сегодня этот режим обнажился. Он четко сказал: мы с Путиным, Зеленский плохой. Россия воюет не просто против Украины, а против всего западного мира, против НАТО. То есть это все тезисы, озвучиваемые Путиным. И сегодня Соловей режим Эртызбаев озвучил его именно идентично и при этом объявив о поддержке партии так называемой НПК Токаева. И понятно, что удостоился рукопожатия со стороны Токаева. Что вам нужно, уважаемые западные дипломаты и украинцы, чтобы вы поняли, что вас разводят? Когда вы видите некий скандал, когда российский МИД вызывает посла Казахстана в России, вручает ему ноту, заявляет, чтобы Казахстан выгнал украинского дипломата за его резкие высказывания якобы против России, тут вы понимаете, кого выставляет Казахстан. Идет плакальщик Азат Перуашев, говорит: как же так, мы независимое государство, представители МИДа, еще какие-то люди делают заявления. И наш народ, я просто удивлен, как вас легко разводит. Тоже включаются, кричат: мы независимое государство. Друзья, вы знаете, что Азат Перуашев это макет и кукла. Он озвучивает те слова, которые ему вкладывает в уста Ахорда. Если он это делает, это всегда идет игра. Понимаете? Пропагандистская игра. То есть таким образом в очередной раз Путин хочет сказать, что вот Казахстан независимая республика, а мы с ними типа бодаемся, спорим. И вообще она не является никакой задней дверью России. Между тем вы знаете, что 12-14 октября при таких трениях приезжает Путин с визитом в Казахстан. И понятно, что он не приезжает во враждебные страны. Он сейчас изгой мировой политики. Он приезжает в Иран. Он может посетить Эрдогана, который балансирует между всеми. И он посещает только те страны, которые являются его прямыми союзниками, с которыми у него вообще нет противоречий. И вот поэтому я считаю, что пора сделать тем, кто еще не разобрался, прямые выводы и понять. Наша страна находится под пятой Путина. И сегодня произошло реальное назначение, открытое назначение президентом Казахстана именно Путиным. Президентом Казахстана он назначил сегодня Токаев и четко обозначил все эти слова, сказанные публично в адрес Зеленского, Запада, Америки и так далее, были четко продемонстрированы, показаны. Казахстан находится под властью Путина. И нашей страной руководит национальный предатель Касым-Жомарт Токаев. И вы когда говорите, что нужно прикрыть границу, ну, во-первых, я говорю, что это невозможно юридически, потому что Казахстан находится в Евразийском союзе и в ОДКБ. Уважаемые друзья, вы продолжаете говорить, надо закрыть границу, и вы, Мухтар Аблязов, как же так, вы говорите, что пусть убегают, зато они не попадут на войну, Украина быстрее победит. Вот что я говорю. А вы мне говорите закрыть границу. Как можно закрыть границу, будучи в Евразийском союзе? И вообще, зачем Путину закрывать границу и Токаева, если Токаев вассал Путина? Вы это должны осознать. Это вассал Путина, и его официальное назначение состоялось публичное сегодня. С момента, как было четко озвучено, что Россия воюет против Украины, Запада и НАТО, притом устами Соловьев режима, нынешнего режима, вы должны были четко понять. Этот режим полностью лежит под Путиным. Ему не нужно даже завоевывать. И если завтра возникнет какая-то ситуация, ему не нужны какие-то люди, проникшие в Казахстан. Вы знаете, что Украину захватывала и завоевывала регулярная армия, не какие-то люди, которые якобы без визы попали на территорию Украины. Ракеты, танки, самолеты двигались с территории России.
а не изнутри, уважаемые друзья. Поэтому я хотел бы сегодня, к сожалению, констатировать, наша страна находится под пятой Путина. И ситуация такова, что нам нужно не только валить наш режим, если мы хотим добиться перемен, но нам, в принципе, нужно бороться за независимость, за реальную независимость нашей страны. Этот режим нам не оставил никакого выбора. 20 ноября он просто формально хочет стать президентом и опять 7 лет врать, затем провести опять какой-то левый референдум и продолжать властвовать так же, как Назарбаев 30 лет. Неужели вы хотите жить и мучиться так, как вы жили при Назарбаеве и при Токаеве последние 3,5 года и еще 30 лет? Понятно, что, уважаемые друзья, нет. В январе наши люди вышли на массовый протест, но вышли не очень организованно. И в связи с тем, что этот режим не оставил нам никакого выхода, митинги запрещены, партии создавать мы не можем, власть их не регистрирует, выборы фиктивные, кандидат от народа не может попасть. Получается, что эта глухая власть все узурпировала, захватила и не оставляет нам никакого выхода, кроме того, как свергнуть этот режим. Уважаемые друзья, я на следующей неделе собираюсь выйти четким планом действий, как свергнуть этот режим. Свергнуть мирно. Мы опубликуем видео, ролики, плакаты и так далее, которые опишут пошагово, как нужно действовать. Я знаю, что многие из вас говорят, что да, были эти митинги, но у нас не было лидеров. Как, уважаемые друзья, в авторитарной системе могут появиться лидеры в нашей стране? Чтобы он стал весомым, чтобы его голос слышали, он должен в течение нескольких лет открыто работать в нашей стране, выходить на митинги, чтобы вы ему доверяли, верили. Вы же знаете, у нас задерживают за простой призыв на митинг. Не говоря о том, что не дают возможности сформироваться этим лидерам. И поэтому не ищите лидеров внутри страны. Лидеры могут быть только за пределами страны. Они должны организовать сопротивление. Также есть, безусловно, лидеры в нашей стране, их много, но они не могут проявиться публично как лидеры. Они не могут прийти завтра и повести за собой людей на этих митингах. Но это могут сделать другие люди. Как я говорил, для того, чтобы сменить этот режим, нужны организованные действия. Не так, чтобы десятки тысяч людей бродили по улицам в разные стороны, не понимая, что же делать. Недостаточно просто кричать «шалкет», недостаточно говорить, что мы хотим парламентскую республику. Это очень много, но этого недостаточно, уважаемые друзья. Действия должны быть организованы. Мы должны организованно занять все административные здания власти. Мы должны добиться, чтобы на нашу сторону, на сторону народа перешла полиция. А в январе, кстати говоря, это было, когда отдельные части военнослужащих и полиции действительно переходили на сторону народа. Мы должны добиться, чтобы был порядок, чтобы не было мародеров. И вы же понимаете, чтобы все эти действия осуществить, нужна организация и организованные люди. Более того, мы должны знать, кто завтра будет руководить хотя бы временно на полгода страной, чтобы не было хаоса, чтобы были организованы честные выборы, и вы имели возможность выбрать лидеров среди нашего народа, а их много есть и будет, когда начнутся свободные выборы. И вы должны знать, куда развиваться будет наша страна, какие социальные и политические реформы проведут те политики, которые заявляют о том, что необходимы перемены. Вот что нужно для того, чтобы десятки тысяч людей вышли на улицу, притом организованно, понимая, что они должны для этого сделать. Так вот, уважаемые друзья, очевидно, что в связи с тем, что власть репрессирует таких людей, не дает сформироваться возможности проявить себя нашим лидерам, которые поведут людей на протест массовый, необходимо создавать ячейки, именно ячейки по 3-5 человек, выходить на штаб, координационный штаб, все его контактные данные мы публикуем и будем публиковать. И мы должны из числа этих ячеек выстроить команду не только организаторов этого протеста,
но будущих руководителей, временно исполняющие обязанности акимов городов, областей, поселков, временно исполняющие обязанности министров. А чтобы это сделать, нужно именно сейчас организовывать ячейки, чтобы мы могли действительно найти таких достойных людей, которые будут в состоянии управлять в течение полугода, пока не пройдут открытые честные выборы. Таким образом, уважаемые друзья, я на следующей неделе выйду с ясным планом действий. Времени у нас не очень много. Но главное, что и политическая, и экономическая ситуация стремительно ухудшается и будет ухудшаться. С учетом того, что сегодня Казахстан публично фактически объявлен, что это государство находится под управлением Путина, я думаю, что вы понимаете, что все процессы, которые будут происходить сейчас с Россией, они однозначно будут влиять и на Казахстан, прямо будут затронуты, и это все прямо повлияет на вашу жизнь. Сейчас в ближайшие несколько месяцев, шаг за шагом, Украина будет отвоевывать свою территорию. Запад активно будет помогать военным снаряжением, ресурсами Украине. И, безусловно, Украина будет побеждать. Это будет сопровождаться массированными санкциями против России, которые затронут и Казахстан. Это, безусловно, повлияет и ухудшит социально-экономическое положение, в том числе граждан нашей страны. И все, по сути дела, приходит к одному. Падение режима Путина и следующий шаг – падение режима, который у нас есть в Казахстане. Конечно, белорусский режим пойдет раньше, потому что когда военные действия будут успешными в Украине, они, безусловно, затронут и Беларусь. Следующие будем мы. Но будем мы в том случае, если будем активными, если будем организовывать эти протесты, если мы будем четко и ясно знать, как нам валить этот режим. Этот план я озвучу, начиная с понедельника. Через каждый день я буду выступать в эфирах, сопровождать его пояснениями. И я считаю этот план безальтернативный. Безальтернативный и возможный, мы его можем реализовать, добиться успеха 20 ноября. 20 ноября мы можем свергнуть этот режим, бесчеловечный, бандитский режим. Алга, Казахстан.